Хочу еще рассказать про одну книгу. В общем, это моя одна из самых любимых книг, детектив, серия «Городские легенды». Первая книга «Хозяйка старого дома», и там дальше идет много-много книг. Ну, и они все, конечно же, связаны между собой. Каждый раз это расследование, но ведут одни и те же, можно сказать, люди, у которых еще там как-то развивается судьба. Ну, в общем, это мистический детектив именно с элементами мистики, очень интересный. Так вот, в книге «Хозяйка старого дома», значит, автор Лена Обухова, живет, себе поживает девушка, у нее обычная семья, мама, папы там где-то нет, не помню где он, и младший братик, видимо, от других уже отношений мамы. Вот, мама тоже сейчас не в отношениях. Девушка, значит, обычная, ходит, значит, в обычный техникум, вот, посещает. И в будущем собирается работать, по-моему, бухгалтером. Вот. У нее есть подруга, по-моему, Ирина. И вот эта Ирина очень хочет жить богато. И однажды в большом красивом старом особняке, заброшенном, в какой-то там деревне, находят ее тело. Начинается выяснение, что да как да почему, а она еще по ритуальному вот как-то развернута там на какой-то пентаграмме. Вот. И тут же вот в этот дом, да, селится мужчина, но он слепой. Вот. Ему 34 года, а в этот момент девушке, о которой идет речь, по-моему, 21, что ли, год. То есть такая большая разница в возрасте. И мужчина еще и слепой, но довольно состоятельный. Он покупает квартиру в том же доме, что она. И как-то так заплетается, что они вместе начинают расследование. Все это подкреплено привидениями, всякими мистическими штуками. И вот там вот эта хозяйка старого дома, она, кстати, была привязана к портрету, который был развернут к стене лицом, чтобы, не дай бог, никто не заглянул ей в глаза. Поэтому рекомендую как аудио, так и просто прочтение. Очень интересная серия. Обязательно пишите свое мнение.